Мое дорогое дитя, сделай глубокий вдох и позволь моей душе наполнить тебя. Когда вы выдыхаете, все беспокойства, страхи, боль и страдания, которые вы несли, высвободятся. Расслабьтесь и позвольте моим словам проникнуть в ваше сердце и разум. Они подобны семенам, которые пускают корни, прорастают и в конечном итоге приносят обильные плоды. Я хочу, чтобы вы знали всем своим сердцем, что я единственный Бог. Я торжественно обещаю, что буду благословлять вас, способствовать вашему все большему и большему процветанию и направлять вас во всех аспектах вашей жизни. Даже если вы этого не видите, я работаю за кулисами, чтобы воплотить ваши желания в жизнь. Мои слова показывают, что я радуюсь, видя процветание моих верных слуг. Не беспокойтесь о вещах, которые вы не можете контролировать. Тревога только создает хаос в вашем уме и распространяется на ваш дом, работу и отношения. Всегда помните, мои пути выше ваших путей, и мои мысли выше ваших мыслей. Вы не всегда можете понять, по какому пути я вас веду, особенно если вы уже давно переживаете сложный сезон. Даже если все может показаться противоречащим обещаниям, которые я дал вам, верьте, что мои слова всегда принесут жизнь, изобильную жизнь. Я страдал от боли отвержения, печали, которая сокрушила бы любого мужчину. Он получил неузнаваемые травмы. В своих страданиях я беру на себя ваши грехи и глубочайшие грехи. Мир, который ты ищешь, был куплен ценой моих страданий на этом жалком кресте более 2000 лет назад. Я предложил тебе искупление и спасение. Знай это, любовь моя. Преобразующая сила, высвободившаяся в этот момент, всегда доступна, готовая окутать вас своими исцеляющими объятиями. Мое самое большое желание сегодня — приблизить тебя ко мне. Ты моя любовь, мое сердцебиение. Я доверяю вам свою ответственность. Я всегда буду заботиться о тебе и постараюсь выполнить все свои обещания. Я благословлю вас, умножу вас и расширю вашу сферу влияния. Я принесу процветание везде, где бы ни касались ваши руки и куда бы ни ступали ваши ноги. Я приношу ясность и уверенность, когда вам грозят растерянность, тяжесть и психические приступы. Враг стремится измотать тебя, но ты мой избранник и мой победитель. Если я на твоей стороне, кто сможет устоять перед тобой? Святой Дух, ваш вездесущий проводник, помогающий вам никогда не сбиться с пути. Зачем беспокоиться, дитя мое? Почему вы устали? Приготовьтесь удивляться и трепетать. В этот новый век, в который мы вступаем, моя слава откроется сначала в тебе, а затем через тебя миру. Это сообщение для вас. Пожалуйста, уделите мне все свое внимание. Яви свой совершенный план и позволь мне осуществить то, что могу сделать только я. Я открываю сверхъестественный, осязаемый мир, который вы можете почувствовать. Не беспокойтесь ни о чем. Вместо этого выразите мне свою просьбу с благодарностью. Тогда я дам вам мир, который превосходит всякое воображение, мир, который поразит окружающих. Они оценят вашу радость в испытаниях и невзгодах. Не будьте равнодушными и избитыми с толку, ибо мой мир будет охранять ваше сердце и умы. Доверьтесь тому направлению, которое я веду вас. Я следую за тобой и указываю путь.
Пусть мир, жизнь, радость и страсть будут вашими высшими авторитетами и уверенно решат любые возникающие вопросы. Я Господь, ваш Целитель. Сейчас настало время уйти с радостью и войти в мир. Пусть моя радость станет вашей силой и станет сильнее, когда вы интерпретируете то, что я говорю. Я высвобожу сверхъестественное провидение, чтобы вывести вас в пустыню и преодолеть, казалось бы, невозможные условия на земле. Больше никаких врагов, преследующих вас. Я объявил о прекращении тирании, стремящейся подавить и уничтожить вас. Пожалуйста, пожалуйста, слушайте все, что я говорю. Продолжай поклоняться мне, несмотря на боль или удовольствие. Хвалите меня, пока не увидите исполнение моих обещаний. Пожалуйста, поклоняйтесь громко, потому что я привлекаю тебя к себе. Никто не придет, пока я не нарисую. Я выбрал тебя, призвал тебя и приготовил для тебя путь еще до начала времен. Доверься мне полностью. Вернись домой в мои вечные объятия и знай, что я буду держать тебя вечно. Пожалуйста, любимая, я сделаю для тебя все, что смогу. Доверься моей любви и отбрось весь страх. Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Планы, которые у меня есть для вас, полны надежд и благословений, которые приведут вас в светлое будущее. Позвольте мне вести вас каждый день. Направляй меня по своим шагам. Ищи меня всем своим сердцем, и ты найдешь меня. Прибудь во мне, и я исполню желание твоего сердца. Пожалуйста, прояви терпение, будь сильным и храбрым, и знай, что я буду сражаться за тебя. Ты никогда не будешь одна, любовь моя. Я всегда буду с тобой, даже до конца века. Я буду с тобой, пока ты пересекаешь глубокое море. Даже если вы пройдете испытание на обжигание, вы не обожжетесь. Я твой Бог, твой Спаситель, твой Искупитель. Я поработаю так, чтобы вы не заметили, и настрою по вашему вкусу. Доверяйте своему времени, ведь благодаря ему все получится в свое время. То, что я начинаю в тебе, я закончу. Помни, ты не просто обладатель моей любви. Тот, кто внутри вас, больше всего остального. Вам на сила преодолеть каждое препятствие, каждый вызов, каждого врага. Ничто не может разлучить тебя с моей любовью. Сохраняйте веру и продолжайте двигаться вперед шаг за шагом. Не цельтесь в гигантов на земле. Сосредоточьтесь на моих обязательствах. Я могу принять тебя как своего наследника. Оставайся верным моей любви и будь сильным во мне. Я вселяю в вас новую надежду и цель. Куда бы вы ни пошли, вы несете с собой мое присутствие, мое помазание и мою благосклонность. Пусть ваш свет сияет ярко, чтобы другие могли видеть ваши добрые дела и прославлять меня. Сейчас настало время тебе встать и взять на себя все, что у меня есть для тебя. Я открываю новые двери, представляю новые возможности и отвожу вас в новое место моего сердца. Я сосредотачиваюсь на невозможном, поэтому научитесь верить в невозможное. Мечтайте о большем, потому что я более способен, чем вы думаете. Я снимаю ограничения и разрываю цепи, освобождая вас для выполнения цели, которую Бог приготовил для вас. Вы помазаны для такого времени. Идите мужественно, уверенно и авторитетно, зная, что я с вами,
вооружаю вас и даю вам силы для выполнения каждой задачи. Ходите в моей силе, дети мои. Не позволяйте своему уму становиться тревожным или испуганным. Не волнуйся, я завоевал мир. Я твое убежище, твоя крепость и твой щит. Никакое оружие, направленное против вас, не принесет успеха. Дорогое дитя, я хочу, чтобы ты знала, что у меня большие планы на твою жизнь. В течение следующих нескольких лет вы станете свидетелем удивительных событий, разворачивающихся на ваших глазах. Я собираюсь направить вас и показать, как я делаю это для детей и определенных типов людей. Я надеюсь, что у тебя будет время, когда ты будешь благословлен и любим мной. Моя рука благодати будет на вас, ясно направляя вас, куда бы вы ни пошли и что бы вы ни делали. Это не временный этап. Это начало новой эры в вашей жизни. Примите жизнь, в которой доброта – это не временное явление, а образ жизни, который можно поддерживать вечно. Уметь жить так, чтобы ничто не могло помешать тебе получить то, что ты заслуживаешь, что, как ты утверждаешь, дано тебе непосредственно Богом по моей воле. Это не твоя сила или способность, это все мое, любовь моя. Когда я прошу о той или иной услуге, я часто колеблюсь, задаваясь вопросом, хочу ли я дать вам это или хочу сделать это для вас. Но я прошу вас представить жизнь, в которой ваши просьбы никогда не будут отклонены. Вы действуете в соответствии с моими стандартами святости и праведности. Ваши молитвы никогда не колеблются, и вы всегда получаете с избытком. Представьте себя окруженным моей благодатью и руководствуемым Божьей мудростью в каждом вашем шаге. Ты – самое любимое существо в моих глазах и сердцах других. Если вы завоюете свою собственную благосклонность, вы также завоюете благосклонность других. Когда мы ходим в послушание, двери возможностей и благословений открываются. Начните знакомиться с концепцией того, как добиться признания во всех своих начинаниях. Все, к чему вы прикоснетесь, будет благословлено, и каждый, кого вы встретите, будет тронут и благословит вас. Именно так живут люди, с которыми я общаюсь. Оно становится неотъемлемой частью вас. Если ваша воля и жизнь находятся в гармонии с моей волей и жизнью, ничто не потревожит и не задержит вас. Если вы верны мне, ничто не сможет отнять мою руку благосклонности из вашей жизни. Я хочу, чтобы вы почувствовали уверенность в том, что ваша доброта ко мне автоматически приводит к доброте к другим. Возможно, вы им не обязательно нравитесь, но они будут уважать и любить вас, потому что я работаю в вашей жизни. Если вы ищете моего прибежища и обретаете во мне безопасность и защищенность, вы продолжите петь песни радости. Радость будет обновляться каждое утро, и проблемы мира больше не будут проникать в ваше сердце. У вас будет сильная вера, и вы будете жить по вере, как праведный человек. Я положу вокруг тебя щит благосклонности, потому что ты соответствуешь моим стандартам святости и праведности. Люди могут отрицать вас или пытаться бороться с вами, но благодаря моему присутствию в вашей жизни вы продолжите расти. Я пошлю кого-нибудь, чтобы обильно благословить вас, обильно влить в вашу жизнь, сжать ее, встряхнуть, переполнить. Помните, если вы будете практиковать мои слова, они принесут вам пользу. Щит доброты, который вас окружает, непрозрачен и непоколебим. Я не полагаюсь на других в достижении своих целей,
Поэтому любое неприятие или неприятие со стороны других не помешает вашему прогрессу. Я благословлю тебя и поставлю на твой путь нужных людей, которые возвысят тебя до положения, которое я для тебя назначил. Ваша благосклонность не зависит от мнения мужчины. Оно коренится в вашем согласии со мной и моей волей для вашей жизни. Если вы последуете за мной, вы всегда получите то, о чем молитесь, и даже больше. Дети мои, примите эту истину и живите в реальности моего благоволения, которое окружает вас, как щит. Тебе суждены великие дела, и ничто не сможет остановить то, что я запланировал для тебя. Поверь мне, следуй моим путем и стань свидетелем чудесного роста в своей жизни, мое дорогое дитя. Если вы придете ко мне непредвзято и расскажете мне о своих требованиях, я вас выслушаю. Я слушаю каждое твое слово и понимаю твои самые сокровенные желания. Если вы спросите меня о чем-нибудь согласно моему желанию, я всегда отвечу вам так, как вам удобнее. Помните, я обещал сделать больше, чем вы можете попросить или представить, в зависимости от вашей внутренней силы. Это означает, что даже если вы молитесь о чем-то конкретном, у меня может быть для вас что-то получше. Мои планы на вашу жизнь всегда хороши, и они всегда предназначены для того, чтобы приблизить вас ко мне и выполнить мои цели для вас. И если вы идете предо мной в молитве и соответствуете моим стандартам святости, вы можете быть полностью уверены, что ваши молитвы будут услышаны. Будьте уверены, я всегда буду рядом, чтобы направлять и защищать вас. Даже если враг обвиняет вас и пытается помешать вашим молитвам, стойте твердо и знайте, что вы спасены. Мое имя будет прославлено, когда я отвечу на ваши молитвы и благословлю вас. Если ты станешь таким же, как я, в мудрости и возрасте, твоя жизнь станет свидетельством моей доброты и верности. Люди увидят через вас ту работу, которую я делаю, и приблизятся ко мне. Дитя мое, никогда не сомневайся в силе молитвы и глубине моей любви к тебе. И если вы придете ко мне со смирением и будете искать мою волю выше своей собственной, я встречу вас там, где вы находитесь. Я буду направлять вас, укреплять вас и давать вам больше, чем вы можете себе представить в самых смелых мечтах. Если вы помолились и до сих пор не получили ответа, не расстраивайтесь. Я сделаю все возможное, чтобы служить вам, поэтому, пожалуйста, доверьтесь своему времени и мудрости. Исследуйте свое сердце и убедитесь, что ваши желания соответствуют моей воле. И если вы обнаружите, что преследуете мирские вещи или действуете вопреки моему слову, покайтесь и позвольте мне очистить ваше сердце. Если вы поступаете праведно, ваши молитвы будут услышаны в мое идеальное время и способом. Дорогой, пожалуйста, помолись за меня от всего сердца. Пожалуйста, знайте, что я выслушаю с любовью и состраданием. Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя, и всегда буду работать для твоего блага. Доверьтесь мне, поклоняйтесь и будьте свидетелями моей доброты и милосердия в своей жизни. Я хочу, чтобы ты знал, что я вижу тебя и люблю тебя безоговорочно. Я понимаю ваши желания, но, пожалуйста, помните, что мои пути выше ваших путей. Даже если я не отвечу на ваши молитвы, как ожидалось, поверьте, что моя любовь к вам будет определять мои решения. Я призываю вас поставить мое царство и стремление к справедливости превыше всего. Если вы последуете моим желаниям,
все будет хорошо. По мере того, как вы растете в мудрости и ищете моего совета, ваша жизнь будет отражать мою славу и приближать других ко мне. Ищите мудрости превыше всего и будьте готовы принять мою благодать и благословение. Желание понимать, изучать мое слово и искать совета Божьего. По мере того, как вы будете возрастать в мудрости, ваша жизнь будет отражать мою славу и привлекать других ближе ко мне. То, что вы потеряли, будет найдено снова. Я воскресший и восстановленный Бог. Я заставлю тебя вернуть то, что несправедливо отнято у тебя, потому что ты искренне и смиренно просил меня об этом. Я вижу, какую боль переживает твое сердце, и как иногда ты думаешь, что твоя жизнь окончена. Но скоро ты ясно увидишь, как сильно я тебя люблю. Ваше будущее всегда под моим контролем, и я в силах изменить любые неудачи, с которыми вы столкнетесь. Иногда я чувствую себя беспомощным и теряю желание жить. Но я все изменю. Я прихожу к тебе с этой великой любовью. Я хочу поздравить тебя. Помните, возьмитесь за руки со мной, и вы достигнете мест, о которых даже не могли себе представить. Начну думать так, как я хочу. Моей силе нет предела. Отбросьте мысли о неудаче. Не позволяйте разочарованию и неудачам завладеть вашим разумом. Не позволяйте негативным людям отвлекать вас. Ты вернешь все, что потерял, но спасибо тебе за мою любовь и планы, которые я имею на тебя. Если я тебе что-то скажу, верь, что это правда. Если вы держите мое слово, пожалуйста, уважайте его. Пожалуйста, не отвергайте мое предложение. Не зацикливайтесь только на негативных аспектах ситуации. Приходи поговорить со мной каждое утро. Давайте найдем время поговорить. Встаньте на колени перед сном и поделитесь со мной своими трудностями. Я дам вам сверхъестественную силу и стану свидетелем чудес, которые изменят вашу жизнь. Вы узнаете, что я верный Бог и Отец. Но помни, мне нужна твоя искренность и преданность делу. Пусть слова, исходящие из ваших уст, всегда приносят благословение и созидание. Ничто не может быть яснее этого. Я люблю тебя, и это никогда не изменится. А теперь скажи мне, что ты тоже меня любишь. Успокойся, успокойся и перестань беспокоиться о вере, которую ты дал мне сегодня. Доверьтесь моей любви, примите мой мир, примите мое утешение и простите. Я беру ситуацию под контроль и помогаю вам. Я не позволю себя победить или унизить. Никто не может вас обидеть или унизить. Держи голову высоко, шагай твердо и не бойся тех, кто нападает на тебя. Пожалуйста, поверьте мне на слово с уверенностью. Будь сильным, и ты не упадешь. Я знаю, что иногда ты чувствуешь слабость, но тебе больше не о чем беспокоиться. Даже если ты столкнешься с ужасными врагами, доверься моей силе, и ты победишь гигантов и всех, кто противостоит тебе. Грядущие дни будут наполнены счастьем. Сопротивляйтесь и преодолевайте трудности. Если кажется, что дела идут не так, как вы хотите, это потому, что они происходят так, как я хочу. Наслаждайтесь битвой, продолжайте улыбаться и сохраняйте спокойствие перед множеством врагов. Нечего бояться. По мере увеличения вашей боли ваши благословения будут увеличиваться,
и мои благословения изольются на вас. Вы особенные, вы верите, вы решаете остаться, вы выбираете терпеть, вы отвергаете страх и сохраняете добросовестность перед лицом невзгод. Вот почему сегодня я удваиваю свои благословения для вас. Я открою тебе врата рая, и твой мир станет лучше. Я подарю вам дар мудрости и, надеюсь, помогу вам оставаться на связи с жизнью. Не останавливайтесь, продолжайте идти, пока не достигнете своей цели. Вы почувствуете сверхъестественную радость, когда увидите, как мои обещания исполняются в вас. Послушайте мой голос и примите эти слова близко к сердцу. Теперь вы свободны от всякого отчаяния. В твоей душе нет места страху. Ты придешь ко мне утомленный, и я помажу твою голову этим святым маслом, и она окружит тебя своим покоем. Я приказываю тебе быть храбрым, не теряться, не бояться. Я гарантирую, что ваши молитвы принесут плоды. Боль, с которой вы так долго сталкивались, скоро пройдет. Если вы бросите курить сейчас, вы ошибочно подумаете, что бросите курить в худший период своей жизни. Поверь мне, даже если ты сегодня устал и хочешь сдаться, я поддержу тебя в этой борьбе. Нам не следует останавливаться сейчас. Стены, которые вас сдерживают, скоро падут. Если вы не остановитесь и не продолжите идти или потерпите неудачу, вы не получите всех преимуществ, связанных с неудачей. Продолжайте бороться, продолжайте верить, упорствовать, никогда не останавливаться, продолжать двигаться вперед. Я говорю это, потому что люблю тебя и не хочу, чтобы ты недооценивал светлое будущее, которое тебя ждет. Произойдут великие события, придут новые благословения, и вы будете первым в своей семье, кто достигнет этого духовного, божественного и сверхъестественного уровня. Многие люди читают мои слова и знают, что я могу творить великие чудеса, но в глубине души находят оправдание, чтобы не верить. Иногда они чувствуют себя никчемными или что я не хочу показывать им свои силы. У них появляются негативные друзья, которые наполняют их сомнениями, заставляют жить бесцельной жизнью и мешают им получить благословения, которые могут их изменить. Вы отличаетесь от них, и ваш образ мышления сильно изменился, но вы человек, и вам может быстро надоесть. Я это очень хорошо знаю, и я здесь, чтобы восстановить вашу веру. Я знаю, что ты почувствуешь мои слова в своем сердце и поверишь им. Ты подчинишься моему приказу и встанешь. Я не могу сдаться только потому, что могу победить. Я единственный, поэтому я тоже здесь. Я источник живой воды, чтобы утолить твою жажду. Я хлеб жизни, чтобы утолить твою жажду навсегда. Никто в этой вселенной не сможет облегчить вашу ношу и помочь вам отдохнуть так, как я. Многие молятся за тебя, и я слышу их молитвы, но я передам тебе это духовное наследие, которое уготовано тебе с незапамятных времен. Я благословляю вас, а не других. Поэтому не используйте свое преимущество для приобретения материальных благ. Если ваше финансовое положение нестабильно, не паникуйте. Не полагайтесь слишком сильно на нестандартную работу или активы, которые изнашиваются и выгорают. Примите в своем сердце, что я ваш защитник и всегда буду заботиться о вас. Пожалуйста, сделайте это. Приходите на мое сообщение каждое утро, искренне закройте глаза и будьте благодарны за свою жизнь, свою семью, свое настоящее и свое будущее.
Будьте благодарны за то, что вы преодолеете страдания этого мира так же, как преодолел их я. Вы получите от меня чудесные дары, мою любовь, мое понимание, мою дружбу, мою радость, мой Святой Дух, мою мудрость, мою защиту. Встаньте пораньше и наполните уста своих хвалою, вдохновленные вашей верностью. Я никогда не оставлю тебя и не хочу, чтобы ты покидал меня. Доверься мне полностью, и мои объятия всегда открыты для тебя. Я внимательно слушаю ваши крики и молитвы. Поделитесь надеждой, которую вы получили сегодня, с другими и распространите благословения, которые вы собираетесь получить среди нуждающихся. Мне нравится этот фантастический подарок. Не общайтесь с теми, кто имеет злые намерения, не ходите по пути грешников, не сидите с насмешниками, не общайтесь с теми, кто имеет злые намерения, подстерегайте невиновных и грабьте беспомощных, чтобы сделать вред. Скромный. Не попадайтесь в ловушку, расставленную врагом для отвлеченных. Не упускайте из виду великую цель, ради которой вы были избраны. Сегодня я устранил все разочарования и усталость из вашей жизни, и теперь вы чувствуете внутри себя сверхъестественную силу. Ты продолжаешь бороться и не сдаешься. Ничто и никто не сможет вас остановить. Я не оставлю тебя. Я буду делать тебя сильнее день ото дня. Подожди, подожди, моя любовь и благословение ждут тебя. Я надеюсь, что ты счастлив в этом мире. Я сделаю тебя бесполезным, как алмаз, и неподвижным, как скала. Ты так много значишь для меня, и я не позволю тебе умереть в этой одинокой стране. Я молюсь, чтобы вы жили жизнью веры, мира и божественного процветания, свободной от долгов и печали, наполненной мужеством и силой. Вы родились не случайно. Дата и время вашего рождения определены. Вся ваша борьба и испытания в моем плане. Готовы ли вы к этому времени благословения и процветания? Сегодня прошла душевная боль, сегодня прошла духовная нищета. У тебя есть жизнь, вечное счастье и мужество, и я даю это тебе в наследство. Я сделаю тебя сильным против атак. Когда люди увидят в тебе мою силу, твои враги отступят, и те, кто насмехаются над тобой, больше не будут нападать на тебя. Расскажи мне о своих страхах, своих слабостях, мыслях, которые постоянно истощают твою радость и пугают тебя. Пожалуйста, отдай это мне сейчас. Я дам тебе покой, в котором ты нуждаешься, и дам тебе внутреннюю стабильность. Я укрепляю вас сейчас, потому что хочу, чтобы вы были готовы. Благословение уже в пути. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, не бойтесь, будьте смелыми. Потому что за этими проблемами я скрываю для вас мощные возможности. Мои слова нужны тебе каждый день. Не позволяй своей гордости встать на пути и оттолкнуть меня. Все, что у вас есть сегодня, это дар моего благословения. Признайте это всем своим сердцем. Найдите минутку, чтобы задуматься и осознать, что ваша боль не сломила вас, но боль, которую вы испытали, подготовила вас к этому славному моменту. Будут дни, когда благословений будет больше, чем вы можете себе представить. Теперь у меня есть сила разорвать все связи с твоей семьей и милостью, в которой ты нуждаешься. Я хочу залечить твои раны. Враг боится, потому что знает, что я избрал тебя благословением на земле. Но не бойтесь.
Если вы соединены со мной, пропитаны моим Святым Духом, вкушайте мое Слово, читайте, запоминайте и наслаждайтесь этим священным учением, никто не сможет причинить вам вред. Я любил тебя так сильно, что отдал свою жизнь в темные дни боли и страданий, чтобы заплатить за все твои грехи, и теперь ты прощен. У тебя хватило смелости прийти ко мне, признать свои ошибки и спросить, чего я от тебя ожидаю. Я принимаю вас с распростертыми объятиями и никогда не буду смотреть на вас свысока или отвергать из-за ваших недостатков. Мир пытается обмануть вас и сказать, что вы должны быть совершенными, чтобы заслужить мое прощение, но я полон любви и предлагаю спасение и вечную жизнь всем, кто верит в меня. Плохие люди хотят, чтобы ты жил с чувством вины, но моя любовь безусловна. Я знаю, кто ты, и знаю твои слабости. Отдай мне свое сердце, следуй моими путями и дай мне возможность наполнить твое сердце этой божественной благодатью. Я хочу, чтобы ты была абсолютно уверена в том, что я люблю тебя, прогнала навсегда печаль, которая тебе противна, и почувствовала настоящее счастье. Если вы отбросите свои оправдания и негативные мысли и обратитесь ко мне лично, ваша жизнь может измениться, начиная с сегодняшнего дня. Закрой дверь, сердцем опустись на колени и доверь мне всю боль, разочарование и препятствия, с которыми ты сталкиваешься. Несбывшиеся мечты, тюремные сожаления и непростительные грехи. Откройте свои глаза и уши, услышьте мой голос и почувствуйте мое настойчивое терпение. Слушай, не будь жестокосердным. Вы слишком долго шли по этой пустыне, и ваши желания превратились в пепел. Он жаждал этой живой воды. Пришло время остановиться и принять решение. Прошу за мной. Я не позволю тебе потерпеть неудачу. Пожалуйста, отдай мне свою жизнь. Тогда я подарю тебе новую и вечную радость, которую не смогут разрушить бури мира. Вы можете стоять и ходить с высоко поднятой головой. Даже если вы окружены пламенем, вы не почувствуете жара. Когда вы пересекаете бурную реку, вас не унесет течение. Хватит боли. Сегодня, прямо сейчас, обними мою любовь. Пожалуйста, слушайте внимательно. Я люблю тебя глубоко. Ты драгоценна в моих глазах. Даже если ты уйдешь, моя любовь будет с тобой. Где бы ты ни был, я буду искать тебя и выводить из самой глубокой пропасти. Почувствуй тепло моей безусловной любви. Во всей вселенной нет слов, которые могли бы описать мою чистую, милую, божественную, вечную страсть к тебе. Я никогда не оставлю тебя, потому что моя любовь к тебе безмерна. Ты так много для меня значишь, что я никогда тебя не оставлю. Я никогда не нарушу своего вечного обещания защищать тебя. Я с нетерпением жду встречи с вами каждый день. В моем присутствии вы обретете силы и комфорт, необходимые для преодоления любого препятствия, каким бы большим оно ни было. Я дам вам возможность расти духовно и укреплять свой дух на каждом этапе пути. Пожалуйста, поймите это. Послание, которое я хочу передать вам сегодня, очень особенное. Не сравнивай мою любовь с другими и не сомневайся в своей ценности из-за проблем, с которыми сталкиваешься. Даже в случае неудачи не игнорируйте мои слова. Не недооценивайте мои благословения и не отвергайте мое прощение. Я не изменился.
Моя любовь к тебе остается прежней. Даже если другие презирают вас, отвергают или предают те, кто должен вас любить, не путайте меня с ними. Хорошие и плохие парни живут в одном небе, столкнувшись с миром, полным страданий. Те, кто служит мне и поддерживает мою преданность, также сталкиваются с такими препятствиями, как голод, избиение, предательство и неуважение. Сомнения окружают вас каждый день, преследуют по городу, прячутся по углам, поливают вас грязью и ложью. Враг хочет, чтобы ты сдался, потерял надежду на жизнь и усомнился в моей любви и защите. Он шепчет вам на ухо ложь, рассказывая, как ваши планы пошли не так, как планировалось, как вы столкнулись с неожиданными проблемами, как ваша семья бросила и отвергла вас. Никто о тебе не заботится. Никто тебя не ищет. Им просто нужна помощь. Сегодня я говорю прямо к вашему сердцу, потому что я очищаю твою душу и меняю твою жизнь. Я ожидаю от вас искренней, непоколебимой уверенности и твердого решения следовать за мной, не оглядываясь назад. Примите этот факт всем сердцем. Мои слова сделают вас мудрыми. Помните, вы человек, и если вы останетесь один на этой земле, вы потерпите неудачу. Но не волнуйся, я всегда рядом с тобой. Я никогда тебя не отпущу. Именно потому, что вы уважаете мою святость, вы чувствуете боль греха. Никогда не смейтесь над моими жертвами. Я вижу всю вашу тяжелую работу и решимость и буду продолжать любить вас и укреплять вас, даже несмотря на ваши недостатки. И слушайте внимательно. Я никогда не позволю тебе. Соглашение с вами выгравировано на звездах. Я предлагаю тебе спасение. Вы будете благословлены силой, миром, терпением и любовью. Хвалите меня с благодарностью, открывая глаза, чтобы увидеть за пределами невзгод и осознать, насколько велико и чудесно будущее, которое вас ждет. Ваше счастье здесь и сейчас. Сегодня вы наполнены великой силой и великой верой. Я зажгу огонь жизни в вашем сердце, осветлю ваш путь и призову вас никогда не сдаваться, стремиться, служить и благословлять тех, кто вас окружает. Позвольте мне направлять вас и давать мудрость на каждом этапе пути. Доверять мне значит знать, что ты никогда не одинок. Я всегда буду с тобой, держа тебя за руку и поддерживая в минуты слабости. Я твой всемогущий Бог, и сегодня я повелеваю, чтобы даже море и буря подчинились тебе. Я даю тебе силу побеждать змей и скорпионов, и абсолютно ничто не сможет тебе навредить. Вы будете удивлены, обнаружив, что ваши враги побеждены и унижены на вашей стороне. Не думай, что ты не важен. Не принижайте себя и не отказывайте себе в этом замечательном преимуществе. Признаешься ли ты мне в любви и вере? Потом они демонстрируют. Пожалуйста, примите эти слова непредвзято и поверьте им всем сердцем. Это тоже не твое. Это день преодоления трудностей и подготовки к победе. Я окружаю тебя своей бесконечной любовью и наполняю своей небесной силой. Я возобновляю наш вечный завет. Я всегда с вами. Я люблю тебя навсегда и никогда не оставлю тебя. Мужество, пожалуйста, объясните эти сильные слова. Я считаю. Я сделаю тебя сильным, чтобы никакая боль не могла коснуться тебя. Я сделаю тебя великим,
чтобы никто не мог тронуть тебя. Я сделаю тебя примером смирения и мудрости в твоем сердце. Сегодня я предлагаю утешение и поддержку вашему обеспокоенному духу. Давайте общаться в любое время. Вашей бесстрашной верой я показываю, что всегда сосредоточен на ваших чувствах и эмоциях. Это сожжет болезненные воспоминания, которые преследуют вас, и освободит вас от цепей прошлых ошибок, которые терзают ваш разум. Как вы думаете, может ли это послание благословить других? Пожалуйста, оставь свою любовь. Нам нужен ваш вклад, чтобы помочь нам охватить больше таких людей, как вы, которых нужно услышать и отметить. Избавьтесь от сходства сейчас, и вы преобразитесь и получите глубокое благословение. Я даю вам великие благословения и мощные обещания. Я благословляю ваши финансы и делаю вас процветающими, чтобы вы могли освободиться от всех долгов. Я превознесу тебя и благословлю тебя, так что даже зависть не узнает тебя. Я дал вам ценный совет на словах, чтобы ваша мудрость росла, ваш интеллект возрастал, вы принимали мудрые решения в будущем и не попадали в ловушки, которые враг расставил на вашем пути. Всегда помни, что я тоже твой друг. Мое самое большое желание, чтобы вы доверяли мне больше, чем кому-либо другому во Вселенной. Я наполняю вас великой силой и открываю вам глаза на предательство тех, кто за вашей спиной строит заговор против вас. Вы в безопасности в моих руках, и к вам не может прикоснуться преступник, желающий причинить вам вред. Мои ангелы будут окружать тебя, защищая от всякого зла и разрушая планы лукавого и всех тех, кто стремится свергнуть тебя. Я вижу, что твои враги очень свирепы, и каждый раз, когда они нападают, твои планы разрушаются. Не бойтесь, я уничтожу их одного за другим. Продолжайте жить спокойно и знайте, что я с вами. Не волнуйся, я защищу тебя и позабочусь о тебе. Ваши дети в моих руках, а план врага по нападению на них сорван. Я слежу за их шагами, чтобы они не спотыкались и всегда оставались в безопасности в моих объятиях. Продолжайте молиться и преклонять колени каждый день, и ваша вера будет расти. Живите с уверенностью, что все получится, и предпринимайте решительные шаги, чтобы попасть в то чудесное место, где вы хотите оказаться. Приносите радость и улыбки и распространяйте мое слово, мой свет и мою любовь. Это сбивает с толку врагов и предотвращает их причинение вреда. Ты тот, кого я выбрал, и я не прощу твоей неудачи. Они могут попытаться, но вам будет стыдно, если они все потерпят неудачу. Изгоните негатив и позвольте вашим губам произнести слова веры и надежды. Держите свое слово и не расстраивайтесь из-за лжи, клеветы, оскорблений и фейковых новостей. Ты можешь зайти так далеко, как я захочу, но ты будешь спокойнее, если будешь осторожнее и доверишься тем, кто пытается увести тебя во тьму. Мой план состоит в том, чтобы вы были благословлены и чтобы мои совершенные планы осуществились в вашей жизни. Пришло время отнестись к этому серьезно. Только объединившись со мной, все эти мечты смогут сбыться. Но если вы скажете мне уйти, вы потерпели неудачу. Ты знаешь, что ничего не можешь сделать, кроме меня. Я всегда хочу видеть, как ты побеждаешь. Тебе не обязательно сталкиваться с этим в одиночку, но ты должен оставаться под моим приютом и защитой.
Многие обстоятельства будут отвлекать вас, но мой дух защитит ваше сердце от разочарования, замешательства и уныния. Если в какой-то момент жизни вы почувствуете депрессию, пожалуйста, побудьте немного в одиночестве и приходите ко мне. Я понимаю, через что ты проходишь, и хочу, чтобы ты успокоился у моего алтаря и высвободил эти эмоции из своей души. Я превращу твой плач в радость, твое разочарование в радость и наполню тебя силой. Мы сражаемся вместе, вы не одиноки. Идите вперед без страха. Вы смелы, и ничто не сможет остановить вас, даже если вам придется перейти темный путь. Тебя это пугает, но я рад видеть твою смелость и победный настрой. Мне нравятся все победы, которые мы одержали вместе. Они являются доказательством моей преданности и любви, а также показывают, насколько искренне ты ко мне относишься. Мне нужно передать вам много важных вещей. Если вы сохраните верность в мелочах, к вам придут великие благословения. Я боюсь твоего обожания и похвалы в моей жизни. Я всегда хочу занять первое место. Мы собираемся показать вам удивительные вещи, о которых вы никогда раньше не слышали. Я делаю это, потому что ты серьезно относишься к нашим отношениям. Вы входите в новую страну сверхъестественного богатства. Удалите весь страх из своего сердца и разума. Если ты мне поверишь, я помогу тебе победить. Я спрашиваю тебя, ты веришь моему обещанию? Приходят великие благословения. Получайте благословения, потому что вы заслуживаете их за проявленную вами веру. Ты очень старался, ты был смелым и, несмотря на все проблемы, не позволил страху взять над тобой верх. Вы ценный человек и неукротимая личность. Только моя сладкая любовь и божественная благодать могут тронуть тебя и заставить плакать. Вы настолько духовно чувствительны, что можете обнаружить, когда мое присутствие окружает вас и разоблачает ваших духовных врагов. Но ты не качаешь перед ними головой, ты не трус, ты не убегаешь, как другие. То, что произойдет, будет удивительно, и вы получите огромные благословения. Я люблю тебя и показываю тебе это снова и снова в трудные дни, болезненные минуты и ночи, когда я согреваю твое сердце священными мечтами, твое настроение на следующий день улучшается, и ты становишься сильнее и ясно видишь свою прекрасную цель. Ваша прекрасная судьба благодаря вашей великой вере, я вливаю поток божественного пробуждения в вашу жизнь и вашу семью. Пришло время исцелиться, придите ко мне и возложите всю свою боль, все свое непрощение к моим ногам. Сейчас настало время забыть о наших разногласиях и достичь прекрасного примирения. И если вы примете это благословение, я буду использовать вас и дам вам много мудрости, чтобы ваш характер укрепился, и вы поняли мое слово и повели за собой тех людей, которых вы очень любите. Давайте сделаем это возможным. Многие в вашей семье по-прежнему не хотят следовать за мной, но они изменят свое мнение, когда увидят все изменения, которые моя любовь и сила производят в вас. Позволь мне использовать тебя, не бойся, не бойся. Если кто-то высмеивает вас или хочет создать проблемы, уважайте его. Тогда я позабочусь обо всем остальном. Удали тьму из уст твоих и соблюди заповеди путей моих. Прочти мои слова и храни их в своей душе. Люби и уважай себя, как люблю тебя я.
Будьте также терпеливы со своей семьей и всеми, как я с вами. Сделайте это сейчас, и вскоре произойдет чудо, которого вы так долго ждали. Люди с трудным характером изменятся, а люди, сбившиеся с пути, найдут дорогу обратно в родной город. Когда они приходят, я говорю им следовать вашему примеру, никогда не бояться приходить к вам, что вы их любите, и когда они приходят к вам, я надеюсь, они почувствуют, что я не виню их. Или критиковать их. Молитесь о них мягко, без жалоб и осуждений, и они, как блудный сын, вернутся с покаянием. Когда вы выйдете поприветствовать их, они побегут к вам со слезами, текущими по их щекам. Ты примешь их нежными, теплыми объятиями, ты снимешь с них грязную одежду и оденешь их в любовь, и искренне простишь их грехи. Вы можете не соглашаться с их образом жизни, ошибками или увлечениями, но вам не судья. Я послал тебя не для того, чтобы наказать тебя, а для того, чтобы любить тебя так же сильно, как я люблю тебя. Ты много раз терпел неудачу, но я никогда не унижал тебя. Я прощаю тебя, я дал тебе многое. Шанс. Огромно, мое милосердие безгранично, и я всегда прощу тебя. Но вы знаете, что ваши ошибки будут иметь болезненные последствия, поэтому вы усвоили урок, поэтому будьте осторожны. Прими мою милость и любовь и все, что у меня есть с тобой, что ты жив и прощен. Я никогда не наказываю вас за ваши ошибки, поэтому, пожалуйста, дайте мне возможность приходить каждое утро, наполнять вас умиротворением и даровать мудрость, необходимую вам, чтобы вы могли заслужить любовь и уважение своей семьи. Вы будете вести их всех по моему божественному пути, и в ближайшем будущем все узнают меня, потому что вы будете нести мое послание с любовью и с тем, как сильно я их люблю. Потому что его отношение показывает, как много он сделал. Добрый и верный слуга, будь готов к моментам радости и благословения, когда вся твоя семья признает, что я Бог и Господь. Я хочу сказать тебе, как сильно я тебя уважаю. Я рад видеть, что ты научился противостоять врагам своих врагов. Я безумно люблю тебя и хочу благословить тебя. Я наполню каждое мгновение каждого дня, который ты мне даришь, изобилием, миром и счастьем. Давайте заключим завет давать мне любовь трансцендентным образом, и вы будете слышать мой голос весь день и снова почувствуете благодать моего слова, где бы вы ни находились. Ты пойдешь дальше, и все узнают, что я с тобой. Ваше благословение близко, и никто не сможет остановить его. Вскоре вы получите ответы, ваши потребности будут удовлетворены, ваше здоровье восстановится, а ваши близкие вернутся в ваш дом. Твоя жизнь. Я говорю вам это, чтобы придать вам смелости обрести счастье прямо сейчас. Вскоре люди и семьи начнут искать вас. Я бы хотел, чтобы вы увидели свое счастливое, энергичное лицо и сами увидели, какое влияние оказывает ваша улыбка и какие чудесные благословения я даю всем. Слово было сказано, и изобилие приходит. Мое обещание, я не буду лгать. Я сдержу свое обещание. Всегда помните об этом, чтобы ваш разум не был наполнен страхом и тревогой. Я лично прекращаю ваши страдания. Ваше время пришло, вас ждут счастливые дни и радостные минуты. Не бойся, сын мой, не плачь, не отчаивайся. Поверьте мне, я ваш Бог, говорящий с вами.
Почувствуй мое присутствие в своей душе. Я слышу твои крики и чувствую биение твоего смиренного сердца на моем троне. Ваши молитвы откроют двери моего милосердия, и я дарую вам свои благословения и благосклонность. Мое присутствие с теми, у кого простая вера и смиренное сердце, и со всеми, кто призывает мое имя от всего сердца. Всегда знай, что можешь рассчитывать на мою силу и верность. Я никогда не оставлю тебя, не брошу и не забуду тебя. Хотя я страдал и проливал кровь на кресте ради тебя, я делал это не для того, чтобы забыть тебя. Когда на вас нападают враги или проблемы, или когда вы чувствуете себя слабым, нуждающимся в помощи или больным, я с вами во все эти моменты. Я всегда хочу, чтобы ты каждый день приходил ко мне и помнил мои слова. У меня есть сила освободить тебя, и я говорю тебе это каждый день, потому что действительно так. Надеюсь, вы чувствуете себя уверенно, спите спокойно и хорошо отдохните. Пусть ты проснешься утром с душой, наполненной вдохновением и верой в то, что мое обещание никогда не будет нарушено и что я никогда не оставлю тебя. Это не ложь, я люблю тебя и всегда буду благословлять тебя. Так было всегда и будет продолжаться. Теперь скажи мне, во что ты веришь? Я хочу узнать твою силу и счастье из твоих слов. Я знаю, почему я что-то делаю, я вижу твою жизнь, твое будущее. Сынок, дочка, вам нечего бояться. Пожалуйста, держи меня за руку и выслушай меня. Доверься моему обещанию, сдержи слово, и все будет хорошо. Если вы попали в трудную ситуацию, и вам необходимо принять важное решение, проконсультируйтесь со мной. Здесь у вас не будет напряжения. На твоем сердце станет легко, и я дам твоему сердцу покой, в котором оно нуждается. Но опять же, не бойтесь. Не принимайте решений, когда злитесь, не разговаривайте, когда вам грустно, не реагируйте агрессивно, не поднимайте ни на кого руки. Последствия того, что враг подстрекает вас совершить серьезные ошибки, о которых вы будете сожалеть, станут бременем, которое истощает ваш дух, сбивает вас с толку и лишает воли к жизни. Послушайте меня, да, я говорю с вами, с теми из вас, кто чувствует, что эти слова обращены к вам. Сохраните это сообщение и прослушайте еще раз. Я говорю прямо с вашей душой, потому что я хочу лучшего для тебя. Вы должны решить довериться мне всем своим сердцем и каждый день искать моего направления, своего пути в моем слове. Мы говорим очень реалистично, поэтому познакомим вас с деталями. Я надеюсь, ты сможешь выбраться из этой бездны боли. Я надеюсь, что эта печаль покинет твою душу. Я надеюсь, что твои чувства не изменятся, даже если кто-то напомнит тебе о прошлом. Я надеюсь, что ты вспомнишь свои грехи, но я не настроение. Я больше не чувствую разочарования, когда люди осуждают меня за мои грехи. Я простил тебя за твои ошибки. Затем решите, для кого вы хотите жить. Собираетесь ли вы дать мне место, которому я принадлежу, или вы продолжите слушать людей, которые меня не знают и не хотят, чтобы вам повезло? Я даю тебе силы перестать полагаться на чужое мнение, перестать искать одобрения у других, перестать оглядываться по сторонам, пользоваться своими интересами, перестать обижаться на клевету. Эта фраза вылетела из ее уст. «Приди ко мне, поговори со мной, послушай меня, послушай меня. Я даю тебе, я возвращаю тебе,
я показываю тебе, что люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить. Но, пожалуйста, дайте мне шанс. Тогда вы увидите, как мой Святой Дух сверхъестественным образом повлияет на вашу жизнь. Поверьте, все будет хорошо. Вы ждете хороших новостей, и они скоро придут. Моя сила исходит от тех, кто просто и искренне в меня верит. И если ты отдашь мне свое сердце, дашь мне всю свою уверенность и не позволишь своему сердцу или своим устам выражать сомнения, которые наполняют тебя унынием и затуманивают твои мысли, тогда говори мои слова с уверенностью и в них. Я могу все через Христа. Он дает мне силу, и я никогда не подведу. Я хочу, чтобы твоя грудь была наполнена священным чувством, которое всегда будет там и напомнит тебе о моем обещании, когда придет битва. Я приказываю тебе сейчас. Когда придешь утром, обрати внимание на то, что я говорю. Желаю вам всего наилучшего, дальнейшего согласия и божественного процветания. Надеюсь, у вашей семьи нет плохих предчувствий. Убедитесь, что дома нет ссор и разногласий. С твоим добрым и чистым сердцем я могу сотворить много чудес, и именно этого я хочу. Ты знаешь, как пред тобой предстают враги и ложные друзья, как они иногда смеются над тобой, как ты думаешь, что ты умный, но каждый день терпишь неудачу, как ты думаешь, что ты умный и богатый. Вы воочию увидите, как презирают вас те, кто думает, что живет хорошей жизнью. Но они живут в бездне душевных мук, и все, что они могут делать, это ненавидеть и завидовать. Я всегда желаю тебе всего наилучшего, но ты также должен следить за тем, куда идешь. Кто-то бросит вам вызов и сразится с вами. Но помните об этом и никогда не забывайте об этом. Не бойтесь. Они кричат о том, чего у них нет или нет. Они полны греха, но внешне кажутся совершенными. Вы мой сын и дочь, ничто не сможет вас остановить, и я защищу вас. Вы не одиноки и не зависите от своего воображаемого Бога. Я живой и могущественный Бог, истинный и величественный. Моя любовь реальна, и я показал тебе все, что могу для тебя сделать. Если вы считаете, что эта статья будет полезна другим, поставьте лайк. Ваш вклад имеет жизненно важное значение, помогая нам охватить больше таких же людей, как вы, которым нужно, чтобы их услышали и прославили. Полюбив это сейчас, вы измените ситуацию и получите от этого глубокое благословение. Не волнуйтесь, не плачь и не расстраивайтесь из-за угроз и лжи. Я с вами, чтобы освободить вас от опасности и нападения зла, нужды, смерти и болезней. Поверьте моим словам и примите мои благословения. Пожалуйста, скажи мне, что ты веришь в меня и любишь меня. Подойди ко мне, скажи, что ты сегодня плохо себя чувствуешь, оставь свою одежду. Я сама принимаю эти эмоции и превращаю печаль в счастье, сожаление в покой, вино в надежду, а меланхолия разбивает мне сердце и заставляет слушать голос прошлого, которое еще спит. Я уничтожу их навсегда. Я всемогущий Бог, ты мой сын и моя любимая дочь, слушайся меня, верь в меня и верно следуй за мной. Ты заслуживаешь свободу, которую я хочу дать тебе, и сегодня ты заслуживаешь быть свободным от всех ментальных препятствий благодаря силе моей чистой и святой крови. Послушайте мой голос, и вы получите исцеление и полное здоровье с головы до ног.
Где бы вы ни находились, встаньте, поднимите с земли свое желание и следуйте по пути, который приведет вас к вершине Святой Горы, где вы восторжествуете. Эти чувства, которые я посею в ваше сердце, будут запечатаны моим Святым Духом. Это благословение, которое я предлагаю вам, действительно реально, и вы получите его, если поверите в меня и мое вечное слово. Нет ничего плохого в том, чтобы отдать свое сердце Небесному Отцу, Он любит вас безмерно. Нет, это не ваше воображение, послушайте меня, имейте смирение и простое мужество поверить, уважайте мои слова, признайте свои ошибки, отпустите зло и ничего не делайте. Мощные и сверхъестественные чудеса случаются с каждым, кто решает бежать без препятствий. Я помню. Я люблю вас, сыновья и дочери, и хочу исцелить вас и разорвать ваши узы. Я сниму все проклятия и заклинания, которые тебя обманывают. Они заставили меня поверить, что в этой вселенной есть кто-то более могущественный, чем я, и это была ложь внутри лжи. Когда они услышат мой голос, небо и земля содрогнутся, и силы зла падут на землю, побежденные, и они не смогут противостоять славе, которую я открою. В этом мире нет человеческого или духовного существа, которое могло бы сражаться с вами, навредить вам или причинить вам вред. Потому что ты больше не один. Мои руки обнимут тебя, моя святость покроет тебя, и сила моей крови защитит тебя день и ночь. Никаких больше слез печали, боли и отчаяния. Примите и почувствуйте мир и счастье, которые я предлагаю вам в это время. Скажи мне, что ты получишь, скажи мне сейчас, что ты веришь мне, встань на колени и поблагодари меня за всю любовь и чудеса, которые ты увидишь. Да, я хочу вас предупредить, что вы это сделаете. Ваше ожидание закончилось, и теперь ваши цели, ваши желания и ваши благословения сбудутся. Пожалуйста, приготовьтесь. Счастье настолько велико, а удивление настолько велико, что ты можешь подумать, что не заслуживаешь всего, что я хочу тебе дать. Я снова обращаюсь к вашей душе и прошу вас обновить свой разум добротой, терпением и благодатью. Да, я уже знаю, что ты не справишься с этим в одиночку, и я здесь, чтобы помочь тебе в том, чем ты не можешь. Но вы должны иметь веру. У вас есть Библия, вы начинаете читать ее каждый день, ищете общение с людьми, которые вдохновят вас верить, дадут вам слова ободрения и помогут вам расти. Я у твоей постели, недалеко от твоего сердца. Каждое утро сгибайте колени, закройте глаза дома, выйдите на улицу и понежьтесь на солнышке, прогуляйтесь и поговорите со мной, где бы вы ни находились. Пожалуйста, расскажите мне о своих чувствах и мыслях. В чем причина всегда жить с благодарным сердцем? Что или кто делает вас счастливым? Запишите мои слова и положите их перед собой в виде короткого стихотворения, чтобы вы могли читать, декламировать и размышлять. Пусть моя любовь и моя сила запечатлеются в вашей душе. Я действительно люблю тебя, я люблю тебя. Я хочу поздравить вас с таким замечательным и идеальным планом для вас и вашей семьи. Давайте помолимся этой молитвой в это время. Черт возьми, многие из нас сейчас чувствуют утомляющую, разрушающую душу тяжесть, как будто мы стоим на краю пропасти. Мы здесь едины и искренне просим вашего вмешательства, всемогущий Бог, ваш неиссякаемый источник силы и обновления. Я молюсь, чтобы ты достиг слабых и восстановил веру тех,
кто в это время разочарован. Господи, пожалуйста, освети путь заблудших, и пусть вся усталость будет заменена мощной энергией Святого Духа. Боже, пожалуйста, возроди силу этого человека в это время и направь всех его врагов против него. Я заявляю с непоколебимой уверенностью, что никакой злой план не сможет их победить. Боже чудес, я боюсь намерений тех, кто стремится соблазнить ее и отобрать у себя. Господь, пожалуйста, укрепи этого человека. Боже всемогущий, Божий промысл, пусть он, под защитой Твоих крыльев, устоит перед всеми искушениями и останется стойким. Вмешайтесь прямо сейчас, казалось бы, разрушительные ситуации, будь то споры о здоровье, финансах, отношениях или интимные споры. Твоя могучая рука будет стремиться превратить раздор в празднование победы, а скорбь в песни радости. Я осуждаю каждый шепот врага, который пытается поставить под сомнение вашу любовь и ваше присутствие в жизни этого человека. Господь, мы заявляем, что Ты – наша безопасная гавань и наша великая крепость. Пусть каждое разбитое сердце будет исцелено, пусть каждое обеспокоенное сердце прояснится, пусть каждая обеспокоенная душа будет возрождена Твоей беспрецедентной силой, Небесный Отец. Пусть их вера будет крепкой, а их надежда вечной. Она не исчезнет из-за моей любви к Тебе. Дайте этому человеку благодать стоять твердо и держать голову высоко, зная, что окончательная победа – это богатая награда за каждое испытание и каждую борьбу, с которой он сталкивается. Боже, я благодарю Тебя и восхваляю Тебя, потому что мы знаем, что наши молитвы были услышаны и ответы, которые мы искали, уже в пути. Если вы считаете, что эта статья будет полезна другим, поставьте лайк. Ваш вклад имеет жизненно важное значение, помогая нам охватить больше таких же людей, как вы, которым нужно, чтобы их услышали и прославили. Теперь отпустите сходство, и вы измените ситуацию, и вы будете глубоко благословлены этим. Подумайте о помазании в своей жизни, привлекая благосклонность к себе и другим не своими заслугами, а своим послушанием и послушанием моей воле. Однако, пожалуйста, помните, что моя благосклонность превосходит материальное богатство и мирской успех. Это включает в себя проживание полной жизни, которую я могу предложить, рост в близости со мной, смиренное служение другим и выполнение уникальной цели, которую я имею для вас. Иногда путешествие может быть трудным, и ваш путь может показаться неясным. В такие времена, пожалуйста, сдержите свое слово и доверьтесь моей доброте. Я всегда сделаю для тебя все, что смогу, даже если ты этого не видишь. Когда совершишь ошибку, не беги от меня со стыдом, но приди ко мне с покаянием, зная, что моей благодати достаточно. Будут невероятные планы, процветание, надежды и планы на будущее, но самое большое благословение в наших отношениях. Живи в моей любви, иди моим путем, и все остальное меркнет в сравнении. Люди часто стремятся быть принятыми и признанными, посещая бесчисленные встречи и надеясь подняться по лестнице успеха. Однако, несмотря на ваши усилия, вы можете столкнуться с отторжением и разочарованием. Все изменится, когда ты заслужишь мою благосклонность. Я открою тебе дверь, которую никто не сможет закрыть. Очень важно найти свое королевство. С моей помощью ничто не сможет остановить тебя. Мой ответ: ваши молитвы иногда превосходят ваши ожидания.
Если ты завоюешь мою благосклонность, это сослужит тебе добрую службу и защитит тебя независимо от обстоятельств. Считайте благословения важными знаками моей благосклонности к вам. Я обильно благословлю вас, и мои благословения изольются на вас. Доверьтесь мне и следуйте за мной, и вы испытаете глубокие благословения в этой жизни. Аминь.